إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, barchalarimizni da ni'matlantirib, tarbiyalab turuvchi, dunyoning da oxiratning da xo'jasi bo'lgan Rabbimiz Alloh subhanahu va haq taolaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz, rahmat va shukrlarimiz bo'lsin. Alloh bizni shu yer ustida o'rnashtirdi, butun tirayunni bizga xizmatga topshirdi. Allah bizning uchun har kunni ufuqdan quyoshni ko'tara. Allah bizning uchun aralashu, kasb etu, yashav uchun yoqti kunlarin bera, yol etu uchun. Aning bilan bir yolg'izin qolib, siylashu, duolar qilu, anga sajdalar qilib, qiyam turu uchun Allah tunlarin bera. Allah bizlarni ko'pmi bandalari orasidan saylab, bizga eng zo'r ne'mat, iman ni'matin, islom ni'matin berdi. Allah bizga şuşu büyük kun, jumğa kunun zo'rlarga ham şuşu kunni Allah yurtuna qonaqqa kelib, va'zlanib, namazlar o'qirga Rabbim bizga nasib eta. Aning şuşu ham boshqa ko'pmi ne'matlari uchun ko'pmigina shukr etsak da azdir. Ko'pmigina Alloh taolani buyuklasak da Allah ko'pga buyuk, ko'pga üstündür. Allah maqtavlı hem baydır. Barımız da biz ana muhtaçbız. Ol hiç kimge muhtaç tugildir. Bizlerge Allah Teala'nın kamil hükümlerini iretip, özünün bütün turmuş davrında bizning için kurkem, hayırlı örnek bulgan siyikli peygamberimiz Muhammed'ke Allah Teala'nın selamı ve salavatı, көңіл төрләребездән чыккан дуаларыбыз, салават шарифаларыбыз ирешеп торсын. Азиз кардәшләрем, шушы җомга минбәреннән файдаланып, иң элек үземне, аннарысын сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ субханаху ва хак тагала үзенең күпме аятлары аша безне шушы бөек сыйфатка, адамнарның дөнья һәм ахират бәхетенә сәбәп булган тақвалыкка чакырды. Сүйеклі пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хутбаларын, үзенең вағазларын, аның үрнәгендә галимнәребез, имамнарыбыз да тақвалыкка чакыру аятларыннан башлады. Аллаһ Тәгалә Әл-Имран сүрәсенең 102-нче аятында әйтте: "Я айюхаллазина аману иттақуллаһ. Я айюхаллазина аману иттақуллаһ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون." Ey iman китерген бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Тақва булыгыз гына түгел, тиешле дәрәҗәдә. Аллаһ Тәгалә бездән таләп иткән дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ Тәгалә хузурына кайта күрмәгез. Мөселман булмаган хәлдә үлә күрмәгез диде. Әл-Имран сүрәсе 102-нче аятта. Ахзаб сүрәсенең 70-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману иттақуллаһ." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Ва кулу каулан садида, һәм күркәм, хәерле, хак, матур сүзләр генә сөйләгез. Хашр сүрәсенең 18-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману иттақуллаһ." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһка тақва булыгыз. "Вал танзур нафсум ма каддамат лигад." Ва һәр бер җан иясе карасын диде. Ихтибар бирсен, үзенең иртәгәсе көне өчен нәрсә әзерләгәнен. Аллаһ Тәгалә хузурына кайтып, аның каршына баскач, ул үзе белән нинди гамәлләр алып килә. Ул Аллаһ каршына нәрсәләр белән килеп басасын, һәр берсе карасын, ихтибар бирсен. Ваттақуллаһ, һәм Аллаһ кабатлап әйтә, һәм тақва була күрсен.
тақва булсын. Инналлаха хабирун бима та'малун. Дөреслектә Аллаһ сезнең бөтен кылган эшләрегезне белеп, ул алардан хәбәрдардыр. Азиз кардәшләрем, Аллаһ субханаху ва тәгалә моннан башка бик күп аятларда, дистәләрчә аятларда безгә тақва булырга әмер бирде. Һәм тақвалыктан башка безнең иманыбыз иман булмаячагын Маида сүрәсенең 57-нче аятында әйтте: Аллаһка тақва булыгыз, әгәр мөминнәр булсагыз ди. Әгәр дә сез Аллаһка иман китергән булсагыз, сез тақва булыгыз дип, тақвалыкны иманның хәтта бер шарты итеп куйды Маида сүрәсенең 57-нче аятында. Һәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә тормышны шулай киләгән. Без тормышыбыз дәврендә һәр вакыт нәрсәдер җыябыз, нәрсәнедер арттырабыз, йортны яңартабыз, машинаны яңартабыз, балалар күбәйтеп үстерәбез. Ләкин адәм балалары җыя торган, арттыра торган шушы нәрсәләр арасында бардыр файдалылары, бардыр зыянлылары. Хәтта кайберләре безнең күзебезгә дөньяда файдалы итеп күренсә дә, алар ахирәттә безнең өчен зур зыян, зур хәсрәт булып кайтачак. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә дөньялыкта җыя торган, дөньябыз эчендә, ахирәтебез эчендә иң файдалы, иң хәерле җыю, байлык, хәстәрлек ул тақвалык диде. Һәм әйтте: "Ва тазавваду", арттырыгыз, җыегыз диде, хәстәрләнегез. Һәм белегез: "Фа инна хайраз зади тақва", һәм сезнең иң күп җыя торган, арттыра торган иң хәерле нәрсәгез ул тақвалык диде. "Ваттакуни я улил албаб", һәм миңа тақва булыгыз, әй акыл ияләре, әй зиһен ияләре диде Бакара сүрәсенең 197-нче аятында. Һәм сөйкле пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең өммәтен шушы бөек байлыкка, шушы бөек сыйфатка өндәп әйтте: "Иттақиллаһа хайсума кунтиб". Кайда гына булсаң да, кем белән генә күрешсәң дә, кайсы гасырда, кайсы заманда яшәсәң дә дип әйтә алабыз. Чөнки пәйгамбәребезнең шәригате дөнья беткәнче, кыямәткә кадәр кайда гына булсаң да, кем белән генә күрешсәң дә, мәчеттә, базарда, кайда иттақиллаһ диде. Аллаһ Тәгаләгә тақва бул диде. Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан саклан, курык диде. Кимчелек кылсаң, артыннан изгелек кыл. Ва халиқин нас би хулуқин хасан, һәм кешеләр белән яхшы хылыклы, яхшы мөгамәләдә бул диде. Азиз дусларым, тақвалыкның әһәмиятен, дөнья һәм ахират өчен кирәклеген аңлау өчен ни мөгаен шушы аятларда җитәдер. Ләкин нәрсәсен ул тақвалык? Күп җирдә тақвалыкны Аллаһыдан куркыгыз гына, Аллаһыдан курку дип тәрҗемә ителә. Ләкин җәмәгать, тақвалык ул курку белән генә шикләнми. Тақвалыкның мәгънәсе зуррак. Һәм имам Ибн Раҗаб хәзрәтләре әйтә, тақвалыкның нигезе ди, кешенең курыккан нәрсәсеннән калкан ясап, ягъни үзенә бер саклый торган бер киртә, бер стена кыйма ясап, шул курыккан нәрсәсеннән үзен саклавыдыр диде. Әгәр дә без янгын күрсәк, ул янгын безне яндырмасын өчен без ул янгынга бармыйбыз. Яки без аннан ераклашабыз. Нәрсәдер артына кирип качабыз. Әгәр дә кыйманың теге ягында усал эт торса, без ул кыйманың теге ягына кирмибез. Һәм без шуның белән аның зарарыннан сакланабыз. Аллаһ Тәгаләгә тақва булучы, Аллаһ Тәгаләнең ачуы һәм газабы белән үз арасына киртә куя. Ул үзен Аллаһының ачуыннан һәм газабыннан саклый, һәм ул ничек була? Имам Ибн Раҗаб әйтте, кешенең Раббысына тақва булуы, Аллаһының ачуыннан, газабыннан куркып, шул ачу һәм газабыннан саклануы диде. Бу исә Аллаһының фарызларын үтәп, әмерләрен үтәп, аның харамнарыннан тыелып була диде. Шуңа күрә һәр беребезнең үстебездә, һәр бер
ақыл, зихін иясының, бәлиқ болған бәндәнің, ирнің һәм хатынның, байның, қартның, сау болған, зағиф болған, ауырған һәр біріміздің үстімізде өлім фәрештәсе жаныбызны тартып алганчы зур бурычыбыз Аллаһның әмерләрен үтәргә тиешбез. Аллаһның харамнарыннан тыелырга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итте. Күп аятларда үзенең рәхимле булуын, һәм күп аятларда Аллаһ Тәгалә үзенең ашу сыйфаты һәм газабы булганын әйтте. Җәһәннәмнән кисәтте. Һәм нәрсә диде? Минем әмерләремә буйсынып, тыйганнарымнан тыелып, минем газабымнан саклагыз үзегезне диде. Хәтта икенче бер аятта «Ку анфусакум ва ахликум» диде. Үзегезне дә, гаиләләрегезне дә ут газабыннан саклагыз диде. Аллаһ Тәгалә кисәтте: «Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун» диде. Минем хузурыма кайтканчы мөселман булу эшендә бөтен нәрсәне тәртипкә китерегез диде. Иманың зәгыйфлеге белән, ниндидер шик-шубһалар белән, динеңдә кайбер гыйбадәттә булган проблемалар белән Аллаһка кайтсак, Аллаһның безгә газабы төшергә мөмкин. Шуңа күрә тақвалык, Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып, үзеңне Аллаһның газабыннан саклавыңдыр. Һәм Ибн Масгуд, иң гыйлемле сахабаларның берсе, Аллаһ Тәгаләнең хаққа туқатихи, Аллаһы Тәгаләдән шын тақвалык белән тақва булыгыз дигән аятына шундый аңлатма бирде. Аллаһ Тәгаләгә тақва булу, аңа буйсыну, аңа каршы килмәү, гынах кылмау, Аллаһны һәр даим истә тоту һәм онытмау, Аллаһның ниғмәтләренә шөкер итү һәм күфрлек кылмау диде. Һәм җәмәгать белә торып, менә бу Аллаһның фарызы икәнен белә торып, ул фарызны калдырып, бу Аллаһның харамы икәнен белә торып, ул харамга кирип, кеше бер качанда тақва була алмый. Сахл ибн Абдилlah әйтте: кем үзенең тақвалыгы дөрес булуны тели, Аллаһ Тәгалә әйтте бит, хаққа туқатихи диде. Шын тақвалык белән тақва булыгыз диде. Ул барча гынахлардан ваз кечсен диде. Гынахлардан китсен диде. Аллаһның харамнарыннан тыелсын диде. Гыйлем алып, Аллаһы Субханаху ва Хак Тәгаләне, аның илчесен, аның безгә биргән динен, шәригатын, фарызларын һәм харамнарын өйрәнеп, без үзебезнең иманыбыз өстендә, без үзебезнең тақвалыгыбыз өстендә һәр даим эшләргә, хезмәт итәргә һәм Аллаһ хузурына кайтуга әзерләнергә тиешбез. Дорогие братья и сестры, которые нас слышат, я, как имам, в первую очередь призываю себя, а потом вас к богобоязненности, к таква. И именно богобоязненность является причиной счастья как в этой жизни, так и в нашей последующей вечной жизни. По милости Всевышнего Аллаха сегодня хочу напомнить вам про великое благо, нигма Всевышнего Аллаха. По милости Аллаха Он сделал нас уммой последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И изучая книгу Всевышнего, изучая сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы узнаем, сколько превосходств, фадаиль и особенностей имеет эта умма последнего пророка. Народы, которые жили до нас, они, мы знаем, жили кто-то 1000 лет, кто-то 600, 500, 300, 400 лет. А жизнь этой уммы, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, между 60 и 70 годами. И мало кто проживет дольше. Поэтому лимит, который Аллах дал и дает этой умме, это 60, 70 и немножко больше лет. И вот представьте себе, народы, которые жили до нас. Адам, алейхиссалям, его народ. Адам жил 1000 лет. И он 1000 лет поклонялся Всевышнему Аллаху и готовился к судному дню. И в судный день они предстанут перед Аллахом, и за ними будут 1000 лет поклонения. Нух, алейхиссалям, он жил 950 лет.
Кто-то после него 500-400 лет, а мы, кто-то из нас 50 лет, кто-то 60, кто-то 70, а кто-то еще меньше лет. И вот из них, из этой уммы, придет судный день и встанет перед Аллахом, и за ним сколько лет будет поклонение? Кто-то до 40 лет еще блуждался по этой земле, не мог найти истину, и только в 40 лет, кого-то в 50, кого-то в 60, кого-то в 70 лет Аллах открыл ему сердце и наставил на верный путь. И сколько он успеет совершить намазов, сколько он успеет держать пост, совершить хадж, сколько он садака даст за какие-то, кто-то 10 лет, кто-то 20, кто-то 30 лет. И если сравнить нашу жизнь с жизнью тех, которые жили до нас, это очень мало. И вот представьте себе, с кем мы будем конкурировать в судный день. И они будут, 1000 лет поклонялись Аллаху, будут просить у Аллаха рая. И мы будем просить у Аллаха рая. Того же рая, иншаллах. 10 лет поклонялся, 5 лет. А иногда мы встаем на намаз, год совершаем намаз и начинаем думать, что мы ангелы. Что, машаллах, я уже год водку не пью, я уже год ширк не делаю, я уже год 5 раз намаз совершаю. И мы начинаем думать, что у нас уже вот в кармане билет, ключи от рая. Представьте себе, люди 1000 лет поклонялись Аллаху. Люди 500 лет поклонялись Аллаху. И мы с вами будем ждать, стоять в судный день и просить у Аллаха рая. Но быть уммой пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дает нам возможность посредством своих дел сделать нашу жизнь, альхамдулилля, благословенной, плодотворной и сделать нашу жизнь длинной. Умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, может за короткую свою жизнь, может добиться таких высот в поклонении, в знании, в понимании Аллаха, которых не смогли добиться даже другие народы. Возьмите 5-кратный намаз. Аллах приказал, вменил в обязанность каждого мусульманина, каждой мусульманки сначала 50 намазов. И посланник Аллаха просил у Аллаха, чтобы Аллах облегчил нам. Аллах оставил 5 намазов. В 10 раз Аллах Тааля сократил. Но тот, кто совершает эти 5 намазов, иншаллах, он получит, как тот, который совершал 50 намазов. Потому что награду Аллах за это не убавил, а количество только убавил. В этом милость Аллаха для уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если тот же намаз мужчина совершит не дома, а у себя, не на работе, а в доме Всевышнего Аллаха, Аллах Тааля примет, иншаллах, если мы выполним все условия, Он примет у нас, иншаллах, этот намаз в 25, а то и в 27 раз дороже, выше, иншаллах. Человек совершил один намаз, тот же аср, тот же зухр, тот же айша, но в доме Аллаха. И Аллах Тааля берет у нас этот намаз в 25-27 раз больше. Видите, как Всевышний Аллах торгуется с нами. Он говорит, если ты совершишь тот же намаз у себя дома, я возьму у тебя этот намаз, но по такой цене. А если ты тот же намаз придешь ко мне домой в мечеть и совершишь это в джамагате, я куплю этот намаз у тебя в 25-27 раз дороже. И вот так мы удлиняем нашу жизнь. И если тот же намаз мы совершим в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, те же 2 ракагата, мы получим как 2000 ракагатов. Это милость Аллаха. 2000 ракагатов. Сколько лет, сколько времени нужно совершать намаз? А мы за 5, 7, 10 минут можем, альхамдулилля, получить награду. А если те же 2 ракагата или 4 ракагата мы совершим в Масджидуль Харам, в Мекке, возле Каабы, мы получим за эти 2 ракагата 200 тысяч ракагатов намаза. И вот так мы удлиняем нашу жизнь. Аллах нам, умме пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дал возможность даже в короткую жизнь сделать столько блага, машаллах,
которые, может быть, кто-то из других народов за 500, за 700, за 1000 лет не сможет сделать. И то же самое пост, мы знаем, 6 дней всего нужно добавить после Рамадана, всего 6 дней. И за это мы получим как пост за целый год. И если каждый год мы будем так продолжать, то, иншаллах, мы предстанем перед Аллахом так, как будто мы всю жизнь постились. А всю жизнь не надо поститься. Всего вот эти дни. И вот в этом тоже мы видим милость Аллаха. И таких примеров очень много. И вот результат. Результат, как мы видим в хадисе сборнике имама Тирмизи, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда собрал своих сподвижников, он им сказал такие слова. «Инни, воистину я, ля арджу». Я надеюсь, сильно надеюсь, не просто надеяться, я сильно надеюсь, «ан такуну руб'a ахлиль джанна». Я надеюсь, что вы будете составлять четверть всех обладателей рая. Машаллах, представьте себе, четверть, 25% всех, которые окажутся в раю, посланник Аллаха сказал, я надеюсь, что это будете вы, моя умма. И тогда сподвижники обрадовались, машаллах. Кто-то сказал Аллаху Акбар, кто-то прослезился. И тогда посланник Аллаха сказал, «Инни, воистину я, ля арджу ан такуну thulutha ахлиль джанна». Воистину я надеюсь, я очень сильно надеюсь на это, что вы окажетесь треть всех обладателей рая. Треть всех обладателей рая окажетесь вы, обладателями рая. И тогда сподвижники, услышав это, не 25%, а треть всех обладателей, они обрадовались больше. Кто-то сказал Аллаху Акбар, они радовались. И тогда посланник Аллаха сказал, «Инни ла арджу ан такуна нисфа ахлиль джанна». Воистину я надеюсь, я сильно надеюсь, что вы окажетесь половиной всех обладателей рая. Всех обладателей рая. И передатчик этого хадиса, сподвижник, говорит, «Валя адри, каля thuluthайни амля». И я не помню, не знаю, он сказал ли посланник Аллаха после этого 2/3 обладателей рая, или не говорил об этом, я не знаю. И вот, машаллах, машаллах, а сколько нас? Посланник Аллаха в конце этого хадиса слов своих сказал, а если сравнить мою умму с количеством народов которые жили до вас, вы подобны белой волосинке, одной волосинке на спине быка. На спине быка, черного быка, вот одна волосинка. И вот вас так мало в истории человечества, но в раю нас будет так много. И это милость Аллаха. Это не потому, что мы такие хорошие, такие великие. Это только милость Аллаха, за которую мы должны, альхамдулилля, благодарить. И это благо, аманат от Всевышнего Аллаха, за который мы будем отвечать и который мы должны хранить. И Аллах всегда будет испытывать нас, нашу веру, нашу религию. И сегодня мы с вами живем во время смут, фитны, когда ложь называют истиной, когда истину называют ложью. Сегодня, когда мы включаем телевизор, новости, другие передачи, интернет открываем газеты, журналы, мы видим, как очерняют религию нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого Всевышний Аллах ниспослал мирам, подарил мирам, как милость Аллаха. Он пришел с милостью Аллаха, рахматан лил алямин. И эту религию сегодня показывает, что вот это терроризм, это экстремизм. Вот видите, даже в школах показывают, даже в школах детям показывают. Вот видите платки, в платках женщины, вот они, у них там под хиджабом бомбы, они взрывают людей. Вот видите, эти бородатые мусульмане, они убивают детей, убивают женщин, вот они такие. И когда после таких фильмов, после таких новостей человек выходит на улицу и видит мусульманку в платке, в хиджабе, он уже начинает себе воображать, что под платком, наверное, там бомбы хранит она.
Или там у этого бородатого мусульманина, с которым, может быть, они 5 лет уже жили по соседству, у него дома, наверное, автомат хранится. И вот так сегодня очерняют нашу религию. И вот сегодня даже очень много этнических мусульман, которые еще далеки от истинных знаний, они начинают пребывать в сомнении. Неужели это моя религия? Неужели это мой ислам? Я же мусульманин, вот же у меня тут полумесяц, да? Вот у меня мусульманское имя. И каждый раз, когда ему вот так повторяют это, вот они такие. Действительно, очень много наших знакомых, друзей, одноклассников, родных начинают сомневаться в истинности, справедливости этой религии. Религию, которую Аллах дал как милость. Религию, которую Аллах дал, чтобы люди, человечество жило в счастье, в благополучии. Религия, шариат, который должен защищать жизнь людей, защищать мир людей, благополучие людей. И вот когда я еще в первый раз, помню, начал говорить про это, как создавалось государство в Сирии, многие мне сказали: Хазрат, ты почему это говоришь? Где-то в Сирии, ладно, пошумят, и все, хватит. Нет, сегодня это все говорят. Потому что предки этих людей, хавариджи, хариджиты, если они куда-то приходили, они просто так никогда не уходили. И они всегда причиняли много вреда, очень много вреда исламской умме. Не другим народам, а именно мусульманским народам. И вот они не оказались исключением. Даже многие братья сказали: это, наверное, ему сверху давят. Там где-то, наверное, в УВД ему сказали. Мне сверху сказали: ты почему говоришь про это? Тогда еще. Поэтому, братья, это люди, которые являются врагами ислама. Почему мы должны ждать у кого-то, чтобы кто-то нам указал, чтобы кто-то нам объяснял это? Сегодня ученые в арабских странах, в Саудовской Аравии с минбаров говорят, что на сегодня самый страшный враг исламского призыва, самый страшный враг исламской уммы – это они. Это именно вот этот Даиш, ИГИЛ, еще как-то их называют. И вот именно ими пользуются сегодня и журналисты, и телевидение, пугают весь мир. Сегодня в Европе столько передач делают про них. Вот они, мусульмане, какие. В Америке, в Англии, в странах Азии, даже в арабских странах очень много журналистов пользуются этим. И многие ученые говорят, что вот эти люди, они за 3-4 года нанесли исламу, мусульманам столько вреда, сколько другие враги ислама, может быть, за 30-40 лет не смогли умудриться принести вред. Поэтому пришло время, мы, мусульмане, должны защищать свою религию. Мы должны защищать своего пророка. Мы должны защищать истину, с которой он пришел. И некоторые, вот как один из руководителей нашей республики сказал, очень грамотные слова, машаллах. Они сегодня хотят украсть, отнять у нас нашу религию. Наша религия – это ислам. Ислам, с которым жили наши предки, наши бабушки, наши любимые дедушки. Более 1000 лет они жили. Они не убивали невинных детей. Они не взрывали невинных женщин, людей. Они строили общество. Они строили свою жизнь. Они строили семьи. Они растили детей. Машаллах. Они жили по этой религии. Они умирали, убивали. И вот сегодня хотят у нас отнять эту религию. Ислам – это не то, с чем мы жили, а ислам – это вот это. Это убийство, это невинные люди, это кровь. Это вот так пророки, значит, пришли с этим. Отрубают голову и снимается по телефону в селфи, улыбается. С этим разве пришел к нам посланник Аллаха? Поэтому наша задача, наша обязанность перед нашей религией, перед нашим пророком, мы должны говорить об этом. Что та религия, с которой пришел к нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и вот эта религия, которую они сегодня говорят с устами Аллаху Акбар, с знаменем, где написаны самые величайшие слова, ля иляха илляллах,
эта религия, она отличается. Это не та религия, с которой пришел к нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня мы должны понять, что самая страшная беда уммы – это невежество, это джахилия, это неграмотность. Сегодня мы, мусульмане, альхамдулилля, умма посланника Аллаха, мы не хотим сегодня изучать свою религию, мы не любим читать книги, мы не хотим слушать ваазы, мы не хотим все больше и больше узнавать свою религию, и поэтому сегодня очень много людей, молодежь особенно, очень просто ввести в заблуждение. Когда я поехал в один город, после вааза подошел молодой парень и сказал: «Хазрат, а как ты смотришь на присягу халифу?» А я спросил у него: «А какому халифу?» «Исламскому халифу». Я говорю: «А кто он?» «Абу Бакр». Я говорю: «Абу Бакр Сиддик. Ты про него говоришь?» «Нет, Аль-Багдади». А я говорю: «А разве он халиф?» «А кто сказал, что он халиф?» «А кто сказал, что он предводитель Амируль Муминин?» «Абу Бакр Сиддик». Я знаю, он был амиром. Умар ибн аль-Хаттаб, еще другие. А кто сказал? Абу Бакр Аль-Багдади, халиф. Поэтому очень многих наших братьев и сестер только чувства. Кого-то кто-то обидел, кто-то на кого-то обижен, у кого-то что-то не получилось. И вот давайте, вот наша религия, вот наш ислам, давайте будем всем отомстим всем. Поэтому, дорогие братья, у нас все должно быть опираться на истинные знания. Умму, мусульман и всех других может спасти только истинные знания. И умме нужны знающие ученые, имамы, сильные учителя, которые будут вести умму, основываясь на книгу Всевышнего Аллаха, основываясь на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, основываясь на труды наших предшественников, величайших ученых, мужей ислама, а не на пустые чувства и желания. И мы не должны бояться знаний. Знания, они спасут нас. Когда я был еще в Узбекистане, встретился с бывшим муфтием Узбекистана, который очень много испытывался на пути Аллаха. Пусть Аллах вознаградит его раем. Он недавно умер. И вот Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, когда я у него спросил, а как же уберечь наших братьев, наших любимых братьев и сестер от разных заблудших сект, от такфировцев, от хавариджи, от хизбут тахрир и других, он мне коротко сказал: только знанием. Если вы будете давать истинные знания, заблудшие секты, заблудшие течения, они от вас уйдут. Поэтому хотелось бы, чтобы и государство, и власть, и чиновники это понимали. Только ужесточая наказание или контроль невозможно победить это зло. Только знание, только истинное знание, книга Всевышнего Аллаха и пречистая сунна может победить это все. И мы должны объяснять, мы должны рассказывать людям, что это наша религия, это истина. Что религия пришла с добром, что религия пришла защищать права людей. А для этого мы должны немножко знать о своей религии. И вот то, что эти наследники хариджитов сегодня убивают мусульман, а не мусульман. Мусульман убивают, бородатых мужчин, женщин и детей. Это люди, их наследники. Они убили, они не постеснялись убивать самых лучших людей из этой уммы. Это сахабов. Они убивали сподвижников, радиаллаху анхум. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам даже поносить, даже говорить что-то плохое про них. Это может быть куфром даже. Они убивали сподвижников. Они убили Усмана ибн Гаффана. Усман. Кто такой Усман? Усман – это сподвижник, это друг, любимый друг посланника Аллаха. Посланник стеснялся его больше, чем стеснялся Абу Бакра. Посланник стеснялся и говорил: как я могу не стесняться Усмана, если его стесняются даже ангелы. Усман – это самый счастливчик, который удостоился чести жить с двумя дочками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Вин-Нурайн, обладатель двух светов. И когда умерла первая жена, первая дочка посланника Аллаха, Усман, он был в растерянности, у него было горе. И представьте себе посланника Аллаха, который потерял свою дочку,
он приходит к своему зятю, другу, и начинает успокаивать его. А у него-то дочка умерла. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал: а если я тебе дам вторую дочь, это как-то тебя утешит? Вот представьте себе, как он любил Усмана. И он отдал вторую дочь. И когда умерла вторая дочь, через сколько-то лет, посланник Аллаха сказал: если бы у меня была еще дочка, я бы тебе отдал ее. Как он любил его. И этот сподвижник, Усман ибн Аффан, который ночами совершал намаз, который целыми днями совершал пост, это был бабай, белый, больше 80 лет ему было. Если по миляди смотреть, по нашим, ему было 80 лет примерно. И вот они ворвались в его дом, они зверски убили его. Они не постеснялись его, убили его, не побоялись Аллаха. И даже жена в то время, ее, по-моему, звали Наиля. Она, когда хотела защитить, мусульманка, сестра наша, хотела защитить мужа, они изрезали ей пальцы и искалечили ее. Это вот такие люди, которые убивали сподвижников, которые убили Али, ради Аллаха. И сколько сподвижников после? И поэтому это беда. Это враги ислама. И поэтому мы должны знать, что такое истина и что такое ложь. И очень часто мы блуждаем в невежестве. Очень часто. Даже если мы не террористы, альхамдулилля, даже если мы не экстремисты, но очень часто своим образом жизни, своей невоспитанностью мы строим образ нашей религии в темных красках. Иногда мы просто не умеем здороваться с людьми. Вот очень часто мне задают вопрос: почему мусульмане не умеют здороваться? Иногда женщины это спрашивают. Я говорю, они вот так стесняются, женщины, они у нас такие. Братья, надо здороваться. Надо здороваться. Апа, которая на 20 лет тебя старше, иншаллах, от того, что ты поздороваешься с ней, я же не говорю, надо обниматься с ними, я же не говорю, надо здороваться за ручки. Надо даже по-ихнему, если это русское, скажите: здравствуйте, добрый день. Бородатый мусульманин поздоровался, улыбнулся. Если это баба и дедушка: как у вас дела, сосед? Это же твой сосед, субханаллах. И вот это строит образ нашей религии. Видя нас, они в нас видят зеркало ислама. Если мы хорошие, для них ислам хороший, иншаллах. И пусть будет так, что они будут смотреть на это телевидение, на эти кадры, где мусульмане со словами «Аллаху Акбар» кричат и убивают людей, и пусть они говорят: нет, вот мой сосед не такой. Моя соседка мусульманка, если она блины готовит, она обязательно мне с блинами заходит, с гостинцами. Пусть бабушка так говорит. Вот мы должны строить образ ислама, иншаллах. Поэтому пусть Аллах Тааля защитит нашу религию. Пусть Аллах Тааля защитит нашу религию и избавит нас от этой ереси, от этих хариджитов, которые являются самыми страшными врагами ислама. Раббим Аллах безгә үзебезнең динебезне сакларга, үзебезнең динебезне якларга һәм инде шулар сәбәпле безгә нинди сынаулар килсә, Аллах Тааля безгә сынауларны дөрес итеп, сабыр итеп, нык булып, үзебезнең динебездә ихлас калырга Раббим насыйп итсен иншаллах.